Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшукшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В селе Бедия, благодаря государственной программе развития сельского хозяйства, двум местным предпринимателям удалось воплотить идею в жизнь. В Сухуми начала работу международная научно-практическая конференция «Научное обеспечение устойчивого развития субтропического растениеводства». Впервые в Сухуми был проведен международный турнир по абхазской национальной игре «Аймзакячере». В селе Бедия благодаря государственной программе заложили мандариновый сад. Двум местным предпринимателям удалось воплотить идею в жизнь, получив безвозмездную поддержку от государства по программе развития сельского хозяйства. Эта программа реализуется Министерством сельского хозяйства с 2021 года и направлена на развитие сельских территорий, поддержку предпринимательства и создание рабочих мест. О том, как небольшие проекты меняют жизнь сельчан, в нашем следующем сюжете. В селе Бедия на фоне живописных предгорий появилась новая цитрусовая плантация. Это стало возможным благодаря государственной программе поддержки сельского хозяйства, которая действует с 2021 года. За 3 года в рамках этой программы было одобрено более 800 проектов на сумму около 376 миллионов рублей. Государство безвозмездно помогает предпринимателям и труженикам села, поддерживая новые бизнес-идеи и создавая рабочие места в сельской местности. Для двух местных предпринимателей это стало шансом превратить свою мечту в реальность. Мы узнали из администрации города о том, что вот Министерство сельского хозяйства дает такую возможность написать проект, бизнес-план составить. И мы выбрали закладку цитрусовых. В 2021 году мы, получается, прошли этот проект. С министерства нам позвонили, сказали, что мы выиграли грант, и нужно приехать и принять помощь. И вот все, мы приехали. Получается, нам сперва выдали колышки, колючую проволоку для того, чтобы огородить это все. И у нас уже земля была готова, и мы уже, получается, принялись за работу. Было выделено 1900 корней. И вот эти все 1900 корней, саженцы, там есть пару корней, которые не прижились, там что-то такое, но в основном можно сказать, что у нас получилось. Этому саду уже 2 года. На 2 гектарах земли растут около 1900 молодых мандариновых деревьев. И вот сейчас некоторые из них впервые дали пробные плоды. Для села это не просто новые посадки, это новые возможности для местных жителей, которые могут найти работу и внести свой вклад в развитие этого хозяйства. Здесь вообще, в этой территории, совхоз был, везде мандарины росли, самые лучшие мандарины. И поэтому мы это место тоже выбрали вот здесь. И вот людям, что тоже рядом здесь люди живущие, помогают, мы оплачиваем, как говорится. И это необходимо вообще для сельского хозяйства, для села. Это очень-очень-очень нужно, считается. Чтобы люди вообще не уходили куда-то работать, зарабатывать. Они своим трудом любят здесь зарабатывать и работать. Чем больше народу привлечь к сельскому хозяйству, больше будет. Программа по развитию сельского хозяйства реализуется в республике уже 3 года. В этом году Минсельхоз профинансировал 351 проект на общую сумму более 130 миллионов рублей. Программа будет и дальше работать для всех желающих развивать свои бизнес-идеи. Заур Кварча, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации и Московская абхазская диаспора с ее активом организовали гуманитарную помощь для жителей Курска, которым пришлось эвакуироваться с мест вторжения ВСУ. Было организовано отправление 20 тонн груза, которое включает в себя продовольствие, одежду и предметы первой необходимости. Республика Абхазия регулярно отправляет гуманитарные грузы, что подчеркивает глубокие связи и готовность абхазского народа поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации. Вот пока в Курской области обстановка остается непростой, надеюсь, это пока. И много жителей
вынуждены, которые были эвакуироваться из мест событий в различные регионы области. Вот. И по этому поводу мы собирались на днях в посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации с руководством московской абхазской диаспоры, с ее активом, где мы решили внести свой небольшой вклад в помощь в организации гуманитарного груза жителям Курской области, пострадавшим. Вот. И было принято решение формировать груз. Сегодня мы формируем груз. Груз будет доставлен завтра в Курскую область, будет передан соответствующим структурам на месте. В этом грузе там много теплых вещей, много продовольственных грубо товаров, необходимых предметов первой необходимости. Вот. Наша диаспора выдвинулась и с большим энтузиазмом. Вот, все внесли свой вклад. Лица руководства посольства и всех нас, поблагодарить всех тех людей, кто принимал активное в этом участие. Ну и, конечно же, пожелать жителям Курской области терпения и бодрости духа. Победа будет за нами. Посольство Республики Абхазия выступило с инициативой, и диаспора абхазская Москвы поддержала эту инициативу. И сейчас вот осуществляется погрузка 20-тонки гуманитарного груза. Абхазы всегда готовы прийти на помощь своим друзьям в трудные минуты. В добрый путь, успехов и удач нашим друзьям, братьям из Курска. Вот такую вот в полную фуру груза привезла сюда сейчас машина от посольства Абхазии в Российской Федерации и от московской абхазской диаспоры. Автомобиль сейчас под разгрузкой находится, но поподробнее нам об этом расскажут представители посольства Абхазии и представители абхазской общины в Москве. Сформировали данный груз, состоящий из предметов первой необходимости, теплой зимней одежды, разумеется, продовольствия, для передачи руководству Курской области на нужды населения, пострадавшего в ходе агрессии со стороны неприятеля. С данной миссией сюда и приехали. Как только мы кинули клич нашим соотечественникам, проживающим на территории Москвы, все приняли единогласное решение, что надо помогать, потому что ситуация очень сложная, и мы не могли остаться в стороне, как эта беда тронула нас всех вместе. И мы всегда рядом, и всегда готовы братское плечо подставить и быть вместе с вами в любой сложной ситуации. Еще раз всего самого наилучшего. Самое главное, в самое тяжелое время Республика Абхазия будет рядом с Россией. Спасибо вам огромное за помощь. Спасибо за прием. Да, спасибо, что вы лично приехали. От лица губернатора Курской области Алексея Борисовича Смирнова, от всех его заместителей. Мы благодарим вас за оказанное проявленное участие, сочувствие, уважение, помощь. Вы не одни, мы всегда рядом. Чем сможем, мы всегда готовы оказать поддержку и морально, и физически. Хотим еще раз выразить слова поддержки и выразить надежду, что скоро это все закончится и, наконец, куряне смогут вернуться в свои дома и жить в мире и согласии. Политическая партия Амцахара глубоко обеспокоена процессами, происходящими в последнее время в стране. Мы являемся свидетелями того, как оппозиционные силы, используя различные технологии манипуляции сознанием наших граждан, нагнетают и дестабилизируют обстановку в стране. Депутаты парламента были избраны народом Абхазии, доверив им судьбу нашего государства. И мы уверены в том, что депутаты примут решение, которое будет соответствовать интересам государства. Считаем недопустимым оказание давления на народных избранников, говорится в тексте. С полным текстом заявления политической партии Амцахара вы можете ознакомиться на официальном сайте. Член Общественной палаты и юрист Фрида Лазба прокомментировала в соцсетях межправительственное соглашение об осуществлении российских инвестиционных проектов в Абхазии.
А что в соответствии с действующим законодательством иностранный инвестор не может приобретать здесь нежилые объекты? При этом, открою вам секрет, нотариальные конторы Абхазии в случае, если некий грузин-россиянин будет учреждать юрлицо, удостоверяя его подпись в заявлении в Минюст, предварительно должен делать запрос в компетентные органы. И что нового в этом плане в соглашении? А новое – это политизация и истерия. Что великолепно делает оппозиция. Ходит в народ и продвигает свою позицию. Идеологически правильный ход, но он раскачивает устои нашего общества. Дезориентирует граждан, а это обоюдно чревато. В пожаре политических баталий могут сгореть все. Написала в соцсетях Фрида Лазва. МИД Абхазии осудил противоправные антигуманные действия Израиля, который сегодня нанес удар по жилым домам в районе Меззе и в районе Кудса и в сельской местности Дамаска. При атаке погибли 15 человек, 16 раненых, в том числе женщины и дети. При обстреле было повреждено здание посольства Абхазии в Сирии, в котором находится официальное представительство ТПП республики. Никто из сотрудников не пострадал. Считаем, что никакие благие намерения или попытки узаконивания агрессии не могут оправдывать неизбирательное и сокрушительное применение военной силы, говорится в заявлении ведомства. Депутаты Сухумского городского собрания внесли изменения в столичный бюджет на текущий год. С инициативой пересмотра профицитных средств бюджета к горсобранию обратился мэр Сухума Беслан Эшба, принявший участие в очередном заседании собрания. 30 миллионов рублей будут использованы в качестве субсидий для МУП «Водоканал», направляемой для погашения задолженности организации перед Черноморэнерго. Председатель горсобрания Дмитрий Оси отметил, что проект изменений был тщательно изучен депутатами Сухумского городского собрания и постоянно действующей комиссии по бюджету с привлечением всех компетентных органов администрации столицы. Беслан Эшба, обращаясь к депутатам, рассказал, что задолженность водоканала на 1 ноября составляет 55 миллионов рублей. По словам мэра, из-за специфики работы расходы электроэнергии на предприятии огромен. Однако долг необходимо покрыть, в том числе из-за дефицита электроэнергии в стране. Изменения касаются предложения по субсидированию муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на покрытие задолженности по электроэнергии из профицитных средств, полученных в этом году в сумме 30 миллионов рублей. Проект изменения был изучен и проработан депутатами Сухумского городского собрания и постоянно действующей комиссией по бюджету под председательством Чхеидзе Давида Гурамовича с привлечением начальника управления финансов города Сухум Лагвилава Алхаса Викторовичем и директора МУП «Водоканал» Пачкоря Даура Владимировича. Очередные платежи уже за переток идут от имени государства, значит, действует. Министерство финансов выделяет возможности само Черноморэнерго, за время которой я был на совещании в правительстве, выделяют, значит, но из тех основных должников, значит, являемся мы и Гагарский район, из крупных должников. Поэтому к нам обратились с просьбой и с тем, чтобы свои долги за этот год постараться закрыть, так, чтобы помочь еще и оплачивать сам переток. Поэтому ситуация, она сложная, да, непростая. Честно говоря, это единственное предприятие, у кого такие сложности в администрации города Сухум. Другие, в принципе, все забюджетированы. И учитывая то количество электроэнергии, которое потребляет водоканал, значит, да, насосные станции, которые обеспечивают город водой, там цифры такие устрашающие, как по потреблению электричества, так и, значит, по деньгам, которые начисляются в результате этого. Международная научно-практическая конференция «Научное обеспечение устойчивого развития субтропического растениеводства», посвященная 130-летию создания Сухумской садовой сельскохозяйственной станции и 30-летию образования Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии, начала работу в Сухуме. В нем принимают участие и приглашенные академики РАН.
Открывая международную научно-практическую конференцию, с приветственным словом выступил директор Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Лёсик Айба. Он подробно рассказал об истории и пути становления аграрной науки Абхазии. Аграрная наука прошел 3 исторических этапа своего развития. Первый. В 1894 году указом его императорского величества Александра III создается в городах Сухума и Сочи садовой сельскохозяйственной станции с полным финансовым содержанием. Второй исторический период – это при советской власти. В 1926 году по инициативе великого ученого-генетика, академика Николая Ивановича Вавилова и при активном поддержке и финансировании председателя ЦИК Абхазии Нестора Аполлоновича Лакоба создается Сухумская опытная станция субтропических культур Всесоюзного института растениеводства. В советский период все эти научные учреждения сельскохозяйственного профиля внесли огромный вклад в теоретическое и практическое развитие субтропического сельского хозяйства не только в Абхазии, но на всем Черноморском побережье Кавказа. После окончания Отечественной войны народы Абхазии в 1994 году распоряжением правительства на базе бывших опытных станций сельскохозяйственного профиля создается научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа поздравил сотрудников Института сельского хозяйства со знаменательной датой. В этот торжественный день хочется выразить слова глубокой признательности и уважения директору института, академику Лёсику Янковичу Айба, чья неиссякаемая энергия, трудолюбие и профессионализм позволили добиться институту всего того, чем он обладает сегодня. Дорогие сотрудники института, позвольте еще раз сердечно поздравить вас с юбилеем, который вы встречаете весьма достойно. Дорогие гости, участники международной конференции, желаю вам комфортного пребывания в Абхазии и интересной результативной работы. Заместитель президента Российской академии наук Петр Чекмарев зачитал подзаветный адрес от имени президента РАН Геннадия Краснякова. Благодаря работе профессионального коллектива Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии по развитию традиций садоводства, повышению урожайности и улучшению качества сельскохозяйственной продукции сегодня достигнуты высокие результаты в реализации совместных с Российской академией наук проектов, способствующих обеспечению продовольственной безопасности наших стран. Рассчитываю, что сотрудничество наших ученых будет и впредь укреплять, а обмен опытом будет способствовать сохранению научных школ и повышению уровня проводимых научных исследований. Я хотел бы сказать большое спасибо коллективу, который сегодня трудится. И, конечно, хотел бы поблагодарить, Зураб Джотович, вас, как президента Абхазской академии наук, за то, что вы активно поддерживаете этот институт, и он активно развивается. Конечно, хочу также поблагодарить руководство Абхазии в лице президента Абхазии Бжаня Аслана Георгиевича, правительство за сохранение нашей жемчужины садоводства не только Абхазии, России, но и мирового значения. Решением Президиума Академии наук Абхазии Петр Чекмарев стал иностранным членом Академии. От имени Российской академии наук Зурабу Джапуа и Лёсику Айба были вручены почетные грамоты и памятные подарки. Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа выразил слова поддержки и признательности сотрудникам Института сельского хозяйства за их бесценный труд в области развития сельскохозяйственной отрасли страны. Руководство Абхазии всегда не только Академии и всему сельскому хозяйству нашей отрасли, даже в самые тяжелые времена для Абхазии придавали особое значение. И сегодня руководство Абхазии находит возможности и выделяет из своих средств, которые бюджета, которые являются сегодня в основном социально направленными, средства для поддержания наших сельчан сельского хозяйства направления. У нас нет такой кузницы кадров, который преподавал нам Субтропический институт, но университет наш, который готовит наших агроинженеров, и вы уже выдаете
на выходе подготовленных специалистов с теоретическими знаниями университета и практическими знаниями. За это вам огромное большое спасибо. С приветственным словом также выступили приглашенные на научно-практическую конференцию академики Российской академии наук. За многолетнюю профессиональную работу в области развития сельскохозяйственной отрасли ряд сотрудников Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии были награждены почетными грамотами. Аля Катрапшка, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. Министерство здравоохранения Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким ветерана здравоохранения Анула Константина Давидовича в связи с его уходом из жизни. Заслуги Константина Давидовича перед народом и республикой отмечены почетным званием «Заслуженный врач Республики Абхазия». Медицинское сообщество и коллектив Минздрава выражает искренние соболезнования родным и близким. Впервые в Сухуми был проведен международный турнир по абхазской национальной игре «Аймцакячер», а также реализован двухдневный интенсив, посвященный проблемам дошкольного образования для воспитателей детских садов. Всемирный абхазо-абазинский конгресс подвел итоги своей работы за третий квартал текущего года. В общей сложности более 20 проектов сейчас находятся на реализации. О самых интересных из них расскажет Эсма Джекерба. В рамках проекта отдела ВАК по работе с местными представительствами прошел 4-й мастер-класс по НВП для старшеклассников. В Абхазский стрелковый клуб были приглашены ученики Дурипской средней школы. Для ребят провели инструктаж по обращению с оружием, затем предоставили возможность закрепить полученные знания на практике. До конца года запланированы еще 2 таких мастер-класса. Получил продолжение и проект Аймадара. Первыми экскурсантами 2-го этапа стали ученики средней школы села Дурипш. Также продолжается адресная помощь, где, вот, к примеру, если взять, в селе Чулов был организован молодежный центр, где силами местных жителей было оборудовано помещение. Вот Конгресс помог остеклить это помещение. Дальше большие планы зарегистрировать данный молодежный клуб в Министерстве юстиции и реализовывать различные инициативы, проекты, которые вот будут сельские дети предлагать этому молодежному центру. Адресная помощь также была оказана селу Дурипш и села Атара. Мы по инициативе, так скажем, местного отделения удовлетворили просьбу в спортивном инвентаре. Это волейбольные мячи, баскетбольные, сетки и тому подобное. Одним из этапов реализации проекта «Абхазские национальные игры» стало проведение мастер-классов в Турции с 28 июня по 11 июля. В провинции Сакари, регионе проживания представителей абхазской диаспоры, руководитель отдела развития молодежи и физической культуры ВАГ Валерий Берзеня провел мастер-классы по национальной игре Аймцакячера, после чего была создана команда из 15 человек. А уже в сентябре впервые в Абхазии был проведен республиканский международный турнир по Аймцакячера. За первенство в финале боролись 8 местных команд и 1 команда из Турции. Победителями турнира стала команда из села Чулов. Интеллектуально-развлекательную игру «Абаза» провели ВАК совместно с «Акваквиз» и Управлением по делам молодежи и спорта при администрации города Сухум. В ней приняли участие 14 команд. Победу в игре одержала команда Абхазского телевидения. С началом учебного года ВАК совместно с Минздравом продолжили проект по диспансеризации. Более 100 школьников из села Уарча Гулерипского района прошли комплексный медицинский осмотр. Традиционно диспансеризация прошла в 2 этапа – забор крови на общие анализы глюкозу и медицинский осмотр с уже полученными результатами. В планах организаторов до конца года провести еще 4 поездки. Отдел Всемирного абхазо-абазинского конгресса по образованию, социальной активности и здравоохранению представил новый проект – тренинги для воспитателей детских садов. Пилотный тренинг был проведен в городе Гагра. Интенсив длился 2 дня. В нем приняли участие 19 воспитателей детских
детских садов Гагарского района, нормы психического развития детей дошкольного возраста, условия формирования правильных навыков, условия обучения и развития ребенка, работа с детьми с легкими и тяжелыми нарушениями речи, а также дополнительная работа в выстраивании коммуникации с их родителями. И многие другие вопросы обсуждались на протяжении 2 дней. В планах провести аналогичный тренинг для воспитателей детских садов Гудаутского района. Также за отчетный период получили продолжение проекта по экологическим тренингам, профориентации по основам социального проектирования для школьников. В этом квартале информационный отдел продолжил публиковать материалы на 6 разных языках. В основном они были посвящены проектной деятельности Конгресса. Особое внимание заслуживает наш лонгрид о традиционном элементе абхазской культуры – алабаши. Материал основан на научных работах абхазского лингвиста Анатолия Хеце, оснащен медиаконтентом с разновидностями алабаша, а также иллюстрированной инфографикой. Радостно отметить широкий охват нашей публикации на сайте и в социальных страницах Конгресса. Буквально на днях мы порадовали наших зрителей новым выпуском нового проекта. Проект называется «Кукола». Это серия видеоинтервью, где мы приглашаем наших партнеров и друзей Конгресса, рассказываем о их судьбе и совместной деятельности. Также хочу поделиться радостным событием. Буквально недавно нашу республику посетило телевидение из Дубая, где наши коллеги информационные поделились с нами событием о том, что активно пользуются нашим сайтом. Они создавали фильм на основе материалов из нашего сайта. Напомню, что наш сайт вещается на арабском языке, и все материалы, которые публикуются на арабском, стали полезными для наших партнеров из Дубая. Нам всегда важно следить за статистикой просмотров, и мы точно чувствуем необходимость нашей работы в этом направлении. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать нашим зрителям подписаться на наш сайт и следить за нашими публикациями. На сайте Конгресса можно подробно ознакомиться с информацией обо всех реализуемых проектах. Также здесь уже доступна очередная передача из цикла «Живое ремесло». На сей раз выпуск посвящен кузнечному ремеслу в Абхазии. Эсма Джикерба, Лилиан Маршан, Нарсоу Цулуки, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению синоптиков, в пятницу 15 ноября облачная погода, местами возможны кратковременные осадки. Температура воздуха ночью 6-11, днем 13-18. Температура морской воды плюс 17 градусов. На этом информационный выпуск Амшившара подошел к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания.